Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы рады приветствовать вас на канале Истиклал. Я Абдулла Ялкун. Мы ознакомим вас с наиболее важными событиями, произошедшими в мире и, в частности, на нашей родине, в уйгурском Туркестане. Итак, все внимание на экран. Китай тайно переселяет арестованных уйгуров за пределы уйгурского Туркестана. По сообщению интернет-ресурса «Земистан» от 31 декабря 2018 года, хотя Китай всячески скрывает положение относительно арестованных в оккупированном уйгурском Туркестане уйгуров-мусульман, появляется все больше источников, в которых говорится о жестоком варварском отношении к уйгурам-мусульманам, тайно переправляемым во внутренние китайские провинции. Эти источники наглядно разоблачают репрессивную политику китайского коммунистического режима, одновременно показывая те трудности, с которыми сталкиваются безвинные мусульмане. Исследователи поражаются этой репрессивной политикой китайских властей, превосходящей по своей жестокости действия нацистов. В сообщении указывается, что в процесс тайной переброски большого количества людей включена вся тюремно-лагерная система. Таким образом, китайские власти поставили этот процесс на поток. По сообщениям одного из полицейских, участвовавшего в тайной переброске уйгуров-мусульман, заключенные были подняты ночью и в обстановке полнейшей тишины были посажены в вагоны специально выделенного поезда. В вагоне всем заключенным уйгурам-мусульманам завязали глаза, чтобы они не знали, куда их везут. Кроме того, на протяжении всего пути сопровождавшим заключенных автоматчикам запретили разговаривать даже друг с другом. В сообщении говорится о том, что были факты того, что в связи с разговорами несколько полицейских было уволено. По мере прибытия мусульман из уйгурского Туркестана в места нового заключения, режим их содержания устанавливается более жестокий, чем для местных китайских заключенных. В частности, если для местных китайцев разрешены ежедневные прогулки, уйгуры-мусульмане должны круглосуточно находиться в камерах. При этом они все время должны сидеть на низеньких стульчиках. Им запрещено разговаривать и даже общаться посредством жестов или мимики. Совсем недавно стало известно, что пожилые уйгуры-мусульмане в возрасте от 60 до 70 лет в количестве более 200 человек были помещены в тюрьму города Ордос, автономного района Внутренняя Монголия. Китайские власти объявили о нехватке тюремных надзирателей. В связи с тем, что количество заключенных в тюрьмы и в концентрационные лагеря все больше увеличивается, власти во всех городах уйгурского Туркестана объявили о приеме на работу тюремных надзирателей. По данным агентства «Земистан», общее количество заключенных в тюрьмы и в лагеря мусульман превысило 3 миллиона человек. Многочисленные свидетельства очевидцев подтверждают, что так называемые лагеря по перевоспитанию – это настоящие концентрационные лагеря времен нацистов. Оккупационные власти объявили во всех крупных городах, где расположены тюрьмы и лагеря, кампанию по приему на работу надзирателей. Работникам обещают высокую ежемесячную заработную плату и большой пакет бесплатных социальных услуг. Только в декабре прошлого года, по официальным данным, на работу только в охрану тюрем и лагерей принято более 1000 человек. По данным агентства, в декабре прошлого года только в одном городе Алатау на работу принято 200 надзирателей. Также власти постоянно дают объявления о приеме на работу полицейских, которые после ускоренных курсов выходят патрулировать улицы. При приеме на такие работы предпочтение отдается лицам ханьской национальности. По данным американского фонда, американской неправительственной исследовательской организации The Jamestown Foundation, только за 2017 год расходы на содержание тюрем в уйгурском Туркестане выросли в 3 раза. Дорогие друзья, на этом разрешите попрощаться с вами. До новых встреч. Это были новости на канале Истиклал ТВ. Спасибо за внимание. Да пребудет с вами милость и благодать от Всевышнего Аллаха.